В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Исмаил Делинханов, председатель Общественной палаты Чеченской Республики. Мы говорим о событии в Иране, а точнее о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси Исмаила Машвова. В чем все-таки, давай начнем с этого, вот в чем все-таки заключается камень преткновения между Ираном и западным миром? Здесь, скорее всего, надо пойти вглубь истории, ну, как бы не совсем далеко, но, однако, 1979 год, когда в Иране произошла исламская революция и свергнули шаха, западного шаха, и к власти пришли так называемые клерикалы религиозные. Ну и сегодня, ну и после этого, конечно, своей главной целью Иран объявил тем, что это уничтожение государства Израиль. Соответственно, камнем преткновения между Западом и Ираном это государство Израиль, потому что Иран не признает Израиль. И здесь мы знаем, что ведется определенные прокси-войны против Израиля со стороны Ирана и со стороны Израиля против Ирана. То есть, в частности, мы последние события помним, когда Израиль нанес удар по дипломатам, которые находились в Дамаске. Ответ на это Иран запустил беспилотники в сторону Израиля. То есть на этом как бы конфликт якобы был исчерпан, но, как мы знаем, на этом не закончилось. И, безусловно, мы помним первым, когда во время революции революционеры захватили посольство Соединенных Штатов в Тегеране, и они очень долго удерживали заложников. То есть это тоже такая история, которая осталась пятном на имидже Соединенных Штатов. А как все-таки смерть президента Ирана может отразиться на внутренней обстановке среди элиты Ирана? Но здесь здесь могут развиваться как бы две сценарии. Один сценарий это очень спокойно может перетечь. С другой стороны, мы знаем, как Ибрахим Раиси избирался, его поддерживало всего лишь 20% населения, а мы сегодня знаем, что в Иране проживает 88 миллионов человек, это огромное количество людей. Но, несмотря на это, Ибрахим Раиси был избран президентом. Здесь надо учитывать, что политический ландшафт, да сама структура государственных должностей, она совсем иначе, чем, например, в России или в других странах. Потому что президент Ирана все-таки это не первое лицо государства. Первое лицо государства – это аятолла, который избирается, Хаминей, который избирается практически пожизненно. Но по-другому мы знаем, что также Раиси был претендентом, чтобы стать следующим аятоллой. Здесь опять же есть очень много внутренних противоречий, потому что все-таки это был консерватор, но также у них есть и другие группировки, которые хотят прийти к власти. Не забываем, что внутри Ирана также действует корпус стражей исламской революции, который очень тщательно следят за всеми политиками, за всем, что происходит. По сути, президент Ирана это как должностное публичное лицо, которое ведет внешнюю и внутреннюю политику, ну, в частности, внешнюю политику. Ну, а внутреннюю, здесь, опять же, его первый вице-президент, который пришел к власти, занял этот пост до выборов, которые должны пройти через 50 дней. Все-таки он тоже был из команды погибшего президента. Я думаю, что внутренних каких-то протестов не намечается. Но опять же, мы знаем, Запад будет пытаться раскачивать ситуацию перед выборами, то есть они это всегда делают. То есть какие-то группировки или какие прозападные силы в Иране имеются. Но, насколько мне понятна ситуация, каких-то серьезных, каких-то дестабилизирующих ситуаций в стране не должно быть. А чем же все-таки был известен Раиси? Ну, он был известен тем, что он изначально, с самого, наверное, своего начала карьеры был приверженцем каких-то закона, в первую очередь. Он был судьей, он очень долго шел к президентству. И больше он был известен тем, что он был консерватором. Нужно точно еще понимать, что Раиси был еще человек, с которым можно было договориться. То есть для Запада, для многих стран, для политики это очень важное и нужное качество. Поэтому я сразу убираю всякие мнения, что его могли убить, либо сделать так, чтобы это авария. Это все-таки случайный случай. Я считаю, что здесь присутствует человеческий фактор, потому что здесь виноват, наверное, те люди или та команда людей, которые принимала решение.
разрешить взлет при таких погодных условиях. Если мы ищем виновного, то виноват именно тот человек, который принимал это решение. То есть участие США и Израиля, то есть участие руки Израиля и США здесь можно отметнуть. Ну, вы знаете, очень много есть случаев, когда убивали лидера какой-то страны, но нужно понимать, что Раиси не являлся таким прямым лидером Ирана, ну, на мой взгляд, по иерархии я имею в виду. С другой стороны, да, конечно, можно сказать, что Израиль мог бы, ну, Израиль может сказать там про себя, что да, это как бы наш цель, но, на мой взгляд, Но Израиль уже да, опроверг. нет, с учетом того, что Открестились. да, погибший президент был консерватором, человек, член с которым можно было договариваться. То есть для Соединенных Штатов, для того же Израиля будет не очень выгодно, чтобы к власти там пришел более радикальный человек. С этой точки зрения было бы неразумно со стороны Израиля или Соединенных Штатов, скажем так, убивать такого лидера. Что, я вам скажу, Исмаил, интересно то, что вместе с президентом Ибрагимом еще умер министр иностранных дел Ирана. Там еще несколько было членов правительства Ирана. И все-таки вот мысль о том, что это является некой случайностью. 3 вертолета вставало из Азербайджана. И только один из них разбился. И разбился именно тот, где сидел президент. Но, с другой стороны, есть очень много случаев именно в Иране, когда происходили вот такие несчастные случаи, когда погибали высокопоставленные чиновники. Дело в том, что Иран очень давно находится под санкциями, и их, скажем так, авиация, она не получает должного обслуживания со стороны производителей. И здесь, опять же, она, возможно, сыграла свою роль. Но, опять же, повторяю, на мой взгляд, искать какие-то следы Израиля или Соединенных Штатов я бы не стал по той причине, потому что центр, который принимает решение, это все-таки был не министр иностранных дел и не президент Ибрахим Раиси. То есть мое мнение вот такое. Да, конечно, можно было насолить иранцам со стороны израильтян, можно было подумать. Но это было бы как бы для них, с одной стороны, очень сложная и трудная операция. Вы сами понимаете, операция, если допустить, что это был теракт, операция была проведена в глубине Ирана. То есть здесь очень большая вероятность раскрыть своих там сторонников, там, своих шпионов и так далее. Пойдет ли на этот шаг там, Израиль? Я думаю, что нет. Потому что они как бы говорят, что они ценят своих шпионов. То есть здесь, если была когда ячейка в Иране израильская, то, на мой взгляд, это уже говорило о том, что иранцам пора было задуматься о том, что происходит у них на территории. Нет, но понятное дело, что говорить о случайностях не всегда интересно, и всегда невольно призадумываешься о том, что, возможно, кто-то, чья-то рука все-таки участвует. Ну, понимаете, очень многие живут в таком сериале Netflix, когда, например, вот недавно произошло нападение на президента Словакии, давайте следующее, что может быть. Давайте будет кораблекрушение, ну, как получается, несчастный случай с президентом Ирана, где он погибает. То есть некий такой экшен, который всем нравится, но, к сожалению, реальная мировая политика, она очень сильно отличается от тех сценариев, которые нам там показывают по телевизору. Да, Ирана не могла этим заняться. Ну, здесь очень много противников внутри Ирана было у Ибрахима Раиси. То есть это тоже просто многим даже иранцам, то есть верхушке Ирана очень выгодно сегодня продавать, что это как бы рука Запада, хотя с другой стороны мы понимаем, что Ибрахим Раиси был не очень удобным человеком для внутри уже радикальной крыла, скажем так, корпуса стражей исламской революции. То есть сказать, что они сами это сделали, ну опять неправильно. Но я говорю еще раз, что виноватым оказался, на мой взгляд, тот человек, который разрешил президенту в сопровождении таких высокопоставленных чиновников взлететь со взлетной полосы и отправиться в такое очень опасное путешествие, понимая, что это горная местность, понимая, что есть погодные условия. То есть как это можно было сделать технически, я не знаю. Некоторые эксперты считают, что это может сполохнуть весь Восток. Ну, вы знаете, если в Иране начнутся беспорядки, конечно, это может сполохнуть весь Ближний Восток. Мы помним даже тот же геополитический, наверное, соперник на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, сразу предложила свою помощь Ирану.
хотя, казалось бы, суннитская Саудовская Аравия, шиитская Иран. Но в любом случае предложили многие страны Ближнего Востока, в том числе и Россия, одним из первых предложила помощь, понимая, что ситуация может выйти из-под контроля. Но мы уже прошло несколько дней, мы видим, что ничего не происходит. То есть мы видим, что ситуация под контролем. Исмаил Дересхал, Масана. если вы что-то еще добавите, будем вам благодарны. Отдельно хотел бы отметить, конечно, позицию России. Как я уже сказал, президент России один из первых предложил оказание помощи. Даже была подготовка отправить туда МЧС, каких-то сотрудников. Также была встреча на уровне посла. То есть, также мы помним, что глава Чеченской республики России Рамзан Ахматович тоже выразил соболезнования. Мы знаем, что у нас очень такие тесные связи с Исламской республикой Иран. И, конечно, для нас, как для ближайших соседей, это большая трагедия. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был Исмаил Дельханов, председатель Общественной палаты. Мы сегодня говорили о событии в Иране, о гибели президента Ирана. Исмаил Дересхал.